Мгм. Добрый день, друзья! Сегодня мы начинаем нашу трансляцию. У нас в гостях сидит Сергей Александрович Белошеев, восьмикратный чемпион мира по русским шашкам, один из самых сильнейших игроков русской шашки в мире. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что приехали к нам в Якутию. И сначала пару слов о Якутии, сколько раз вы тут были. Ну, получается, это уже второй раз. Первый раз был в 2018 году, когда мы с Гаврилом играли матч. Да, помню. Да. То есть все хорошо, интересно. Погода тоже, в принципе, радует. Вчера вообще жарко было, сегодня немного похолодало, но в целом я считаю, что такая погода нормальная, потому что я из Крыма, и лето очень жаркое, так что немножко охладиться можно даже летом. Может тогда к нам зимой приехать. Да, вот зимой надо приехать. Да. Главное, турниры, чтобы были. Хорошо, мы подумаем на этот счет. Да, я видела вот тот раз, когда вы с Гаврилом играли, прям очень такие красивые партии были. Ну, это в целом вообще интересное мероприятие было. Такое первое, в принципе, телевизионное мероприятие, которое тут у вас транслировалось на всю республику. Было очень много просмотров, были интересные партии. В целом, я считаю, что матч получился довольно-таки зрелищный как для профессионалов, так и для любителей шашек. Да. Хорошо, ну давайте тогда начнем, с вами разбирать партии. Вот мы разбираем партии, может. Тогда вы покажете нам одну из... Сколько? 6 туров прошло, да? Да, сейчас 6-й тур закончился, ничью сыграл с Гаврилом Колесовым. Перед этим ничью с Гуляевым. Тоже была довольно-таки интересная игра. Но не получилось ничего такого особого острого навязать. А вот в 3-м туре удалось выиграть очень хорошую партию у Петра Савина. Ну вот, в принципе, можно ее посмотреть. Да, давайте. Ну, вы будете набирать, наверное? Тут, вы играли за белых или за черных? Я играл за белых, да. 32-28, он пошел 19-24. Как сказал Калмаков, системы Щеголева. 10-14. В принципе, он играл очень неплохо. Правда, очень много раз предлагал мне ничью. Да, то есть вот хороший размен, в принципе, для игрока, который спокойно играет на ничью, то есть 43-4, 39-34, размен 2 на 2 следует, и там позиция довольно-таки простая. Потом при желании еще 19-23 можно поменяться, поэтому я иду в игру, он тоже вроде сюда. Ну вот по стоклеточным шашкам вы чемпион России. Да, чемпионом России я был во все программы. Блиц, быстрый и молниеносный. Да, поэтому вот Сергей и в стоклетке, да, и то есть мне довольно-таки нравится, потому что русский все равно уже игра более такая, она изученная. То есть там дебют, если какая-то новинка вышла, то сразу же все уже ее знают. И она уже теряет свой смысл. А в стоклетке сейчас тоже начинает вот теория развиваться. Ну, в принципе, голландцы, мне кажется, уже давно очень много изучили, поэтому с ними играть схемы, как сказал Калмаков, очень опасно. Вот там Гронидайк, да, Бомстра, Сипма, Изидор. А здесь надо промежуточно побить. Да. То есть он побил, все нормально, побил. А вы в стоклетке тренируетесь? Ну нет, я больше как бы за партией удается мне что-то интересное такое находить. Вам просто интересно играть, да? Ну да, потому что более посчитать можно, какие-то идейки красивые найти. Я порой нахожу интересные идеи, потом показываю, людям интересно как бы. А иногда бывает, что забывает про большинство там или что-нибудь такое? Ну, нет, вроде давно таких не было, да? Да. Я даже могу как бы играть и в русский, и в стоклетке. Да, у нас такие турниры бывают. В прошлом году тоже были с утра русские, потом... Ну, в принципе, для хороших игроков, которые, в принципе, играют и в русские, что это нормальный процесс. Хороший ход сделал с идеей поменяться 2 на 2. То есть, получается, надо, он поменялся, все правильно. Ну и здесь, в принципе, только назад надо бить. Вперед там 15-20, 20-24 я вообще там ничего не видел. А вот здесь как бы самые такие моменты и появились.
сюда, сюда пошел, сюда. Ну, я сейчас... А как со временем у вас было тут? Не, у меня со временем всегда хорошо. Даже очень много времени у меня порой остается. Ну, вот здесь, может, надо было мне пойти 44, 40 и 43, 4. Я пошел 45, 40. Нюанс, да? Да. Такой. Вот здесь интересная позиция возникла, то есть он поменялся, правильно. И сюда. Он пошел сюда. А, он пошел, да, так. Так. И здесь такой ход интересный сделал. А, он так пошел? Да, то есть теперь выясняется на 43-4 он ходит 16-21, надо бить, он ходит 29 и подрывает. Это одна идея. Тут же, если что, назад можно, да, вернуть? Да, когда, можно. Да? Можно назад вернуть. Да. И еще новый вариант сделать. Ну и вот в такой позиции я еще как бы рассматривал. Ну, можно было здесь еще... ну на это тоже такой есть ударчик. Надо бить 2. Еще отдаем еще одну и отдаем. Да. И получается даже и не хуже. На такой ход тоже я не видел выигрыша. Он отдает, надо бить, он ходит. То есть, если играть сюда, он просто так играет. И на 32-27 закрывается. И просто не хуже. Да. А на такой ход просто следует нападение. И теперь на нападение надо бить. Отдает, бьем. Бьет 2. Бой и просто ходит. И получается ничья. Поэтому я тоже отказался от этого варианта. Ну и тут нашел такой сильный ход. Сюда. Да, ну и теперь как бы выясняется, куда ему ходить. То есть, если ходить сюда, то я меняюсь назад. И все хорошо. Да, и все сходки этим и пользуюсь. И он здесь нашел тоже довольно-таки интересный, сильный ход. Да, как будто ничего нет, да? Да. То есть, вот жертва 2 такая еще была, но она плохая была. Так как на такой ход просто я меняюсь. И теперь на нападение, ну, как минимум, есть большинство. 3 отдать. Да. И там лишняя шашка, плюс все висит. Наверное, все дожимается. Он здесь пожертвовал шашку таким образом. Я побил и сюда. Ну и теперь, если меняться 40-34, он бьет. На 39, да, и нападает, и просто отыгрывает шашку. И ничего там нет. Ничего нет. Ну и тут, понятно, я видел эту идею, и удар такой провел ему. Ну и как выясняется, что в этой позиции, наверное, уже и ничей нет. Да, нету, да, мы видели, как бы думали там, у кого там сколько шашек. Вот издалека там было видно, конечно. Да, он очень сильно сыграл сюда и пошел так. То есть теперь нет нападений, потому что здесь стоит такое вот притяжение. Да, поэтому я сюда. Он делает опять сильный ход сюда. Я хожу сюда. Он делает опять сильный ход. Я сюда. И он ходит сюда. Все, такая серия ходов. Сюда, сюда. Это все сильные ходы. Да, и теперь именно такой ход. Он сюда. Сейчас. Секундочку. То есть такая позиция. Он пошел, я пошел. Он сюда. А вот. Я сюда. Он сюда. Я сюда. Он сюда. И вот здесь именно 32-27. И конец. Он поставил. Я поставил. Дамки никак. Петля стоит. Да. Сюда. И такой ход еще. Ну и на это еще так. Полностью ограничивая дамку. Он пошел так. И я пошел здесь просто сюда. И выяснилось, что нет ходов. Да, мы видели эту партию. Такая позицию, довольно-таки интересная партия получилась, да. То есть, казалось бы, шашек. Да, даже если отдавать. Ну да, он просто здесь никак и отдать хорошо-то и не может. Да. То есть, даже если он, образно говоря, даст так, ну, эти шашки стоят настолько плохо, что я просто иду, дамку перевожу, еще одну, и он никак не может ни к чему подобраться. Поэтому я считаю, что очень хорошую партию провел. Знаете, это так дошло до такого уже, что шашек мало оставалось, и вроде бы... Еще чуть-чуть, да? Да, повезло бы. Ну, вот тут можно сказать, может, даже это и русские шашки.
Да, То есть да, шашек да. мало оставалось, в принципе. Хотя в стоклеточные шашки 3 на 1 не выигрывают, там много шашек может быть, там одна дамка будет сзади где-то цепляться. Но тут так получилось именно, что вот в этой сходке удалось такую хорошую победу одержать. Такой путем, наверное, единственных ходов. Мгм. А много вот идей совпадает с русскими шашками? Ну, в целом есть, да. Единственное, что как бы в стоклетке еще многие комбинации, они как бы на большинство, вот всякие, да, присоски, как вы ранее говорили, да, русские. Мне еще, может быть, помогает то, что как бы я в бразильские неплохо. Очень много идей знаю в бразильские, поэтому именно стоклетки вот с комбинациями, с какими-то идеями удается вот довольно-таки справляться неплохо. Ну, в конце, наверное, в окончании вы уже концовки, да, это безусловно, да. Так как в русские шашки, в бразильские, будь то стоклеточные шашки, то есть, ну, когда даже мало шашек остается. Я очень много партий в стоклетке выиграл, когда уже мало шашек. Да. Притом и очень сильных игроков. Егора, вот Тайцена, я дважды на чемпионате России обыграл. Там, буквально по 6-7 шашек оставалось. Да, бывает такое мнение, что остается шашек мало, и все, ничья. Думаешь, уже то больше не думаешь. То есть, вроде говорят, что клетки ничейная игра, но тем не менее, если взять сейчас вот это время русских шашек, то русские шашки это даже более ничейная позиция. Это более ничейная игра, чем стоклеточная. То есть стоклеточные все равно какие-то нюансы, моменты, их больше, чем русские шашки. Ну и доска, все-таки количество шашек, все это имеет большое значение. Да. Но в русских там летающие шашки, это, наверное, повысило. Но оно повысило, но тем не менее компьютерные программы, гамблер, они очень сильно повлияли на шашки в целом. Потому что человек отыграл партию и посмотрел, что где-то он проиграл. Он сразу же поставил на программу и через 2 секунды получил полный ответ. Да, это даже не стоклеточные шашки, то есть где там надо поработать. Там русские шашки все намного быстрее, то есть и шпильные базы, поэтому когда там по 7-8 шашек, она сразу пишет результат. Поэтому не надо. Но это все равно надо знать, надо учить. Ну конечно, но тем не менее, надо вспоминать. В стоклетках там где-то ты можешь ошибаться много раз и не проиграть. Да, русские ты можешь допустить ошибку 1 раз, и для тебя это все закончится. И турнир может закончиться. Да, вот это очень большое отличие между стоклеточными и русскими шашками. То есть стоклетки ты по сути можешь играть вообще ничего не зная, там считать, где-то уходить, там не лезть в дебри. А в русские вот, ну, позиция выпала тебе, и ты не знаешь варианта до конца. То есть это очень плохо. Ну вот это, наверное, как бы основное такое критическое отличие русских и стоклеточных шашек. Хотя, несмотря на все это, да, действительно тяжело выигрывать и в те, и в те. Да, конечно, потому что и в те хорошо тренируются. Ну, во-первых, русские шашки ты хочешь выиграть, понимая свой статус, а стоклеточные шашки ты тоже понимаешь, что ты вроде бы уже очень хорошо играешь и должен тоже играть хорошо, выигрывать, поэтому задача играть только на победу. Ну и вот с этим, может быть, и связаны какие-то, потому что надо лезть порой, очень пассивные позиции можно даже получать. Вот с Титовым я играл, Арханом, ну играл остро, да, выиграл тоже хорошую партию. Тоже была очень напряженная позиция. Ну, я играл тоже в русские шашки. Да, я играл быстро, а он попал в цикнот, и вот это как бы... Да, тут большое преимущество в стоклеточных шашках, когда позиция очень острая, ну когда простая позиция, то есть с мало времени ты ходишь как хочешь, а в тяжелых позициях надо подумать, и вот как раз с этим было и связано его поражение, так как мало времени оставалось, и он, конечно же, не досчитал вариант, и мне кажется, даже если времени чуть-чуть больше оставалось, все равно бы было ему тяжело, но на малом времени уже понимал, что ему будет тяжело, так в принципе оно и получилось. Понятно. Да. Еще вопрос про развитие шашек в Крыму. Вы из Крыма? Ну да. Там Елена Михайловская, я знаю, да, хорошо. Да. Ну вот в целом вдвоем мы, получается, как бы удерживаем крымские редуты шашек, да, ну можно сказать на самом высоком уровне, да, то есть она там и на России среди женщин по русским шашкам, сейчас она стала чемпионкой России по стоклеточным. Ну, первенство там среди до 23 лет или до 26.
То есть в целом, конечно, ну, появились деньги, во-первых. В Минспорте нам неплохие деньги выделяют, а все в это и упирается. То есть шашки это какая игра? Это игра, надо постоянно играть. То есть если ты где-то чуть-чуть перестал играть, ты потеряешь уровень. Во-первых, все работают, а ты когда не играешь в шашки, оно периодически все-таки здесь забывается. А чтобы держать все в напряжении, все в памяти, надо играть. Если нету денег, то нет игры. Забудьте про шашки, если у вас нету денег. Ну, я имею в виду играть на самом высоком уровне, да. Поэтому вот можно сказать, что в Крыму сейчас очень хорошие времена. Мы, наверное, за последние несколько лет получили денег больше, чем за все годы вместе взятые, там, начиная там, с 96-го года. Как бы существенно. Поэтому будем надеяться, что и в дальнейшем будет все хорошо, и мы будем показывать хорошие результаты. Да, тогда надо было Елену сюда приводить, да? Ну, она собиралась сюда ехать, да. Ну, видимо, устала, потому что тоже играет очень много турниров. Сейчас тоже в Бурятии была на чемпионате ЮФО, чемпионат России, Покровская. Тоже она очень много играет, плюс детские турниры. Да. Плюс она сейчас тоже в Уфе была. Да. Поэтому учеба, она очень, перерыв, да? Да, она очень много времени учебе уделяет, она очень хорошо учится, поэтому с тем, что она совмещает на таком уровне, я считаю, это тоже ее большая заслуга. Хорошо, понятно. Спасибо, что приехали. Будем рады еще увидеть нас. Я тоже надеюсь, что и в дальнейшем буду ездить на турниры, к вам буду приезжать. Интересные здесь турниры проходят, несмотря на столь отдаленную локацию Якутии. Все равно посмотрите, сколько людей приехало, и я считаю, такой состав, сейчас в следующем турнире вообще будет состав, я посмотрел, просто мощнейший. Да. Там чуть ли не 10 чемпионов мира будут участвовать, 15 международных мастеров. Я считаю, что это гениальный турнир. Так что будем надеяться, что и в Якутии все будет на высоком уровне, с хорошими призами, и в целом, чтобы все было хорошо.